К судьбе этого человека получилось прикоснуться совершенно случайно, почти 2 года назад. Приехав в отдаленное село Сайныктат, мы работали над темой сельского хозяйства. Картофель, урожаи, покосы, перспективы и проблемы. Уже вечером, выехав на покос в одну из местностей, разговорились с работником отделения. Он со знанием дела показывал хозяйство, делился заботами. Уже тогда немного удивила его внешность, нетипичная для этого края, да и имя. Так возник закономерный вопрос: откуда в этих краях, какими судьбами? Ответ удивил: родом с Афганистана. Приехал с Афганистана, ты учился в Иркутске, сельхозный институт закончил, потом приехал по месту жительства жены сюда и так и остался работать, и до сих пор работаю. Значит, жена у вас сайныктатская? Сайныктатская, да. И вот с какого года вы здесь живете? С 95-го года. Со своей женой он познакомился в Иркутске, где вместе учились. Спустя время вступили в брак, нажили 2 ребятишек. Все это не простые 90-е, когда сложно было всем. Не раз Амир выезжал в Якутск, побывал и в Первопрестольной, чтобы стать, наконец, законным гражданином России, давно уже ставшей его второй родиной. Небольшие доходы не позволяли частые поездки, ведь надо было подымать еще маленьких тогда ребятишек. И вот с 95-го года у вас нету гражданства, да? Нету, да. Почему? Но я первоначально получил вид на жительство, потом национальный паспорт потерял, и поехал в Москву, установил паспорт, взял и приехал, так как закон в России так, что если иностранный граждан просрочил свой вид на жительство, он должен покинуть территорию Российской Федерации. Я и покидывать не мог, так как дети маленькие были, и с такими финансовыми вопросами, и так и остался. Несколько раз обращался к президенту Штурова, один раз обратился к президенту Борисову, писали там. Ответ конкретный я получаю: только по закону вы покинуть должны Российскую Федерацию. А это с какого года вы такой ответ получаете? С 2008 года. 2000, да? Да, в 2008 году я в Москву поехал, паспорт новый получил, приехал, вот и под закон попал, и так и живу никем, короче. На этот день у Амира пока нет видимого завтра. Он есть, живет, работает, но по всем законам его как бы нет. Нет документов, а значит, не будет пенсии. Случись серьезная беда со здоровьем, смогут ли ему оказать помощь? Сам он не видит выхода. Устал от безысходности, от неуверенности в дне завтрашнем. Как сказать, да. Как будете решать эти вопросы? Я понятия не имею, Потому как что решать. скоро на пенсию пора, да? Да, в семье уже даже всегда разговариваю, как быть, что. У них миграционная служба мне только один ответ дает: вы должны покинуть Россию и приехать заново, и с нуля начать. Мне какой резон так начинать? У вас же семья здесь живет, да? А у детей какое гражданство? Гражданство России. Так как мама у них якутка, да? Не якутка, мама русская, с Якутии. С Якутии. Уезжать Амир не хочет, знает. Законы сложны, и, уехав, можно уже и не вернуться. А ведь именно здесь прожита вся его жизнь. Здесь пустил он корни, привык к людям, к условиям жизни. Казалось бы, совсем другим. Все стало родным, своим. Вошло в кровь вместе с шумом реки, на котором стоит небольшое село. Я в Иркутске как-то учился, все только 9 лет в Иркутске жил. Потом приехал, тут как-то уже привык. Уже не боюсь ни мороза, ничего. Не машкары, да? Ни машкары, ни мороза. Значит, вы в дальнейшем хотите жить, да? Здесь жить? Да, а куда мне деться-то? У меня сейчас в Афганистане есть там братья, сестры, у них своя жизнь, а у меня тут своя жизнь. Не брошу же семью ехать. И сейчас даже если поеду в Афганистан, мало вероятности, что я обратно вернусь. Проблем тоже полно там будет.
Почему? Какая проблема? Ну, там визовая система, то есть как получишь эту визу, дадут тебе эту визу. Я же со своими разговариваю, они говорят, нежелательно тебе приехать, надо все вопросы в России решать. А как здесь? Здесь тебя все устраивает, да? А что не устраивает? Народ живет со мной, все с уважением относятся, со всеми взаимопонимание у меня есть, в принципе. Поэтому как-то не страшно жить. У нас говорят так, живи, привыкай, где живешь, и прими те обычаи, которые у тех людей. Поэтому вот как я живу, ну, не показываю себе, кто я. Просто, ну, среди людей, которые живут, все с уважением ко мне всегда относятся. Нету таких спорных моментов с людьми. Ну, в 3 деревнях Малакан, Мархас, Аньяхтат, все нормально ко мне относятся. И вы, наверное, уже полюбили народ, да? Естественно. Но у меня вот вообще вот такие понятия нету. Русские, якут, афганец, кто. Лишь бы человек был. А во всех 3 селах Саныхтатского наслега и правда давно считают Амира за своего. Настолько пришелся он к месту, настолько стал частью этого села и этого уголка огромной страны. Знаю, что у вас еще в селе живет очень необычный человек, афганец. Есть такой у нас Амир, Амир. управляющий отделением. Вот насколько он вообще вот вошел в ваше село, вот насколько он, ну как, прижился, природнился, наверное? Он до того, да, он прижился так, что даже поколение, которое вот сейчас подрастает, они считают, что он здесь родился и вырос. Они даже не знают, что вот он приезжий. Даже их не смущает то, что он Амири его зовут. Ну, наш Саныхтатский, все, он уже коренной. Он даже говорит уже, как мы, разговаривает. И мыслит, наверное, как мы. А вообще вот по трудолюбию, по рабочим качествам? Очень ответственный, трудолюбивый, любит детей своих. Дома он и хозяин, он и огород посадит, и приготовит. Молодец, очень хороший, семьянин хороший. Он не знает, что будет с ним завтра, но всей жизнью и душой привязан и к семье, и к саныхтатским просторам. Все, что есть в душе из желаний, как и у каждого человека, чтоб у детей все было хорошо. Будущем, чтобы, например, мои дети поднялись нормально, что больше человек желает. Главное, чтобы дети выросли, народ жил нормально, да больше что будет. Чтобы у каждого был в семье радость, деньги и нормальная жизнь. Почти 2 года назад, уже после разговора, Амир встревожился. Не получится ли, что, увидев его историю, его просто депортируют? Тогда же и было дано обещание, что эта запись увидит свет только с его согласия. Время прошло. Амир очень устал жить тенью. Да и невозможно было жить в неизвестности бесконечно. Я очень устал. Помогите обрести настоящее завтра. Как-то хотели помочь. Так, до конца, короче, не доводится. Вот так и уходит, и уходит.